глазам. В 2014 было хорошо видно. Вот реально было видно, кто чего хочет. Вот. И кто как, кто на что готов, но понимание о том, куда мы идем, у ребят уже было ближе к выходу. Мы достаточно долго нас держали в Десне, вот, не выводили нас в зону АТО. Мы в июне, 4 июня получили директиву о создании. Мы уже тогда кучковались, а 4 мы получили официальный документ. А выехали мы 18 августа только. Ну, то есть 2 месяца мы были в Десне. И понимание о том, куда вообще куда мы попали, было уже в Славянске даже. Ближе к выезду так плюс-минус понимание, а уже когда в Славянск въехали, вот тогда. А потом уже ад начался. А потом ад начался уже. Ну, вы же попадали в страшные. Ад это штука относительная. Для кого-то ад, а для кого-то это просто обыденность. Но в Дебальцево же было... В Дебальцево было страшно. Вот. Я скажу, опять же, смотря с чем сравнивать. Вот реально, чем сравнивать. Не с Второй мировой войной же тебе сравнивать, ты же... Не, я имею в виду даже с нашей войной, да, там Иловайск, Дебальцево, ДАП, все было по-разному. Вот все было по-разному. В ДАПе свое было, в Иловайске свое, в Дебальцево свое. Саур-могила, о ней мало кто говорит. Там тоже было свое. Поэтому говорить, что вся война это по сути ад. Только 2% населения Земли свойственно воевать, но это социопаты. Нормальному человеку, нормальному среднестатистическому человеку не природно воевать.